Добрый день, уважаемые коллеги, руководители, педагоги общеобразовательных организаций, управленцы, эксперты. От имени министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Владимировны Якимовой я рад приветствовать всех участников третьего международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы». Традиционно семинар для школьных команд республики мы проводим весной в соответствии с планом мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях. Цель семинара – трансляция эффективных инновационных практик в области образования, обмен опытом по вопросам профессионального развития наших педагогов. В условиях непростой эпидемиологической ситуации все мероприятия семинара будут проводиться в дистанционном формате, в том числе в режиме онлайн на специально созданной платформе «Эффективный учитель для эффективной школы». Участниками семинара являются руководящие педагогические работники образовательных организаций, участников проекта, представители муниципальных органов управления образованием, муниципальных методических служб, представители республиканских инновационных площадок. И уже сегодня число участников семинара достигло более 1000 человек. И это, безусловно, говорит о заинтересованности педагогического сообщества в рассматриваемых вопросах. В числе спикеров, экспертов, наши зарубежные партнеры, коллеги, федеральные, региональные эксперты в области управления качеством образования. Традиционно основными треками нашего семинара станут такие треки, как «Учитель будущего формируется сегодня», «Качество образования в современной школе», «Цифровая образовательная среда эффективной школы», «Новые возможности для непрерывного образования». Напомню, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми реализует мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в рамках региональных проектов уже в течение последних 3 лет. Оператором проекта на территории нашей республики является Коми Республиканский институт развития образования. Цель данного проекта – повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, участниках проекта, через создание эффективной модели адресной поддержки данных образовательных организаций, ее апробация и дальнейшее внедрение в практику. Мероприятия по поддержке школ в 2020 году, в текущем году, носят индивидуальный характер, предусматривая изменения в таких областях, как управление образовательной организацией, социально-психологический климат, оценка качества образования на уровне школы и на уровне класса, профессиональное развитие педагогов, взаимодействие с родителями и местными сообществами. В основе же реализации мероприятий проекта текущего года, 2020 года, лежит концепция школьной эффективности, обеспечивающая системные изменения при согласованных действиях и сотрудничестве всего профессионального сообщества. Для реализации поставленных задач в 2020 году в течение всего года будут проводиться очень важные, крупные, и я бы даже сказал, масштабные мероприятия и педагогические образовательные события, в числе которых, безусловно, наш международный методический семинар. Я желаю всем участникам семинара успешного профессионального диалога и позвольте считать наш третий международный методический семинар открытым. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, профессиональное сообщество нашей республики, Коми Республиканский институт развития и образования принимает все пожелания от имени Натальи Владимировны Якимовой и от Олега Александровича, и мы начинаем работу третьего международного методического семинара. Уважаемые коллеги, это значимое профессиональное событие для всего нашего сообщества. В течение 4 ближайших дней мы вместе с вами на онлайн-платформе нашего семинара будем обсуждать самые актуальные вопросы, связанные с развитием нашей системы образования.
Сегодня, уважаемые коллеги, мы в рамках открытия нашего семинара проводим первую стратегическую сессию. Республиканская стратегия повышения качества образования, идеология проекта «Эффективная школа» в Республике Коми. Уважаемые коллеги, мы ежедневно вместе с вами можем задавать вопросы нашим экспертам. Нам очень важно выработать именно уникальные республиканские подходы к повышению качества образования. Проект «Эффективная школа» существует в нашей республике на протяжении уже последних 3 лет. Да, действительно, мы проделали большой объем методической работы. Наши коллеги из общеобразовательных организаций выстроили систему повышения качества образования на уровне каждой организации, которая позволяет нам говорить об успешности наших методических и образовательных практик. Результаты нашего проекта были представлены на международных конференциях, на заседаниях коллегий Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, а также на заседаниях экспертных групп именно в рамках данного проекта, которые были организованы Министерством просвещения Российской Федерации. Уважаемые коллеги, нам, конечно, очень важно понять структуру нашего методического семинара. Я надеюсь, что вы уже познакомились с той навигацией, которую мы для вас предложили. Уважаемые коллеги, на нашем сайте вы можете ежедневно включаться в наши онлайн-мероприятия, задавать вопросы нашим экспертам, которые работают на платформе ProfMe, а также в рамках наших интерактивных панелей, уважаемые коллеги, вы можете задавать вопросы, которые мы ежедневно будем передавать экспертам. Что для нас самое важное? Конечно, мы говорим о формировании новых профессиональных компетенций, которые направлены на повышение качества образования. Кто же является субъектами формирования новых профессиональных компетенций? Это наши педагоги, руководители общеобразовательных организаций и, конечно, методисты. Семинар методический. Поэтому, конечно, мы должны понимать, что на уровне различных форм, которые мы предлагаем, мы будем и дискутировать, мы будем вырабатывать новые подходы и предлагать конкретные решения, которые сегодня, благодаря нашим международным и федеральным экспертам, мы можем представить вам, уважаемые коллеги, профессиональное сообщество нашей республики. Конечно, самое главное, что мы работаем единой командой. Мы работаем в едином профессиональном и образовательном пространстве. А значит, уважаемые коллеги, нам очень важно, чтобы обратная связь была установлена. Внимание обращаю на формат наших площадок. Это и стратегические сессии, где мы будем обсуждать наши перспективы развития. Мы должны понимать, что мы меняем профессиональное сознание наших педагогов и руководителей на основе тех рекомендаций, которые обсуждаются, рассматриваются на федеральном и международном уровне. Это будут и форсайт-сессии, где мы очень активно должны стремиться выработать какие-то новые практики, новые решения. Это будут уже и мастер-классы, и кейсы, когда будет предложен конкретный инструмент для руководителя, либо для педагога. Это может быть и проектная сессия, где мы выстраиваем именно проект с точки зрения того результата, который мы должны продемонстрировать. Ну а сегодня, уважаемые коллеги, я еще раз передаю слова Натальи Владимировны Якимовой, нашего министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И желаю нам всем успешной и плодотворной работы. Именно работы, уважаемые коллеги, потому что этот семинар действительно позволяет нам вместе перейти на новый уровень профессионального развития. И в завершении семинара уже 22 мая
Уважаемые коллеги, мы надеемся, что те практики, которые будут вам представлены, они уже будут включены в нашу профессиональную и образовательную деятельность. Итак, коллеги, ежедневно именно в таком режиме, начиная с 14:00 до 19:00, мы будем с вами работать. Итак, начинаем мы с вами с площадки, которая действительно для нас стала традиционной. Мы всегда вначале говорим о идеологии проекта «Эффективная школа» в Республике Коми. Уважаемые коллеги, мы 3 года реализуем данный проект. Участниками проекта являются разные образовательные организации, различные муниципальные образования. Поэтому, конечно же, мы хотели с вами обсудить и предложить именно те стратегии, которые в рамках всех 4 профессиональных треков мы будем вместе с вами изучать, рассматривать, обсуждать. Итак, мы начнем, конечно, с тех трендов, которые существуют в современной системе образования. Сегодня, уважаемые коллеги, мы живем в обновленном, современном, социокультурном контексте образования. Внимание обратите на 4 тренда, которые в течение всего методического семинара станут основой для нашего с вами обсуждения. Да, мы говорим о школах, которые в настоящее время демонстрируют низкие образовательные результаты, которые находятся в сложных социальных условиях. Но мы должны понимать, что сегодня социокультурный контекст образования говорит о равных возможностях и о едином образовательном пространстве. Поэтому, уважаемые коллеги, сегодня мы понимаем, что мы работаем с новым поколением и педагогов, и учителей. И для нас очень важно, что для поколения Z нужны новые инструменты в рамках нашей образовательной практики. Да, это и цифровые инструменты, это и новые социокультурные практики в рамках нашей системы воспитания. Это и понимание того, что формируются новые ценности в нашей системе образования. Сегодня в основе системы образования лежит понятие человеческого капитала, который действительно благодаря каждому педагогу формируется у наших обучающихся. Сегодня мы говорим и о личностном росте, и о постоянном профессиональном развитии каждого педагога, о тех новых компетенциях, которые формируются у педагогов, как у педагога, который генерирует уже новые знания, который является дизайнером социального взаимодействия, создает новые среды, который умеет работать в рамках цифровой трансформации, умеет работать с облачными сетями, умеет формировать новые модели коммуникации в рамках виртуализации и облачных биг-дейта. Поэтому, уважаемые коллеги, вот все эти тренды, они будут являться стратегическими линиями, о которых мы будем постоянно с вами говорить. То есть мы с вами решаем не только задачу сегодняшнего дня, но мы понимаем, что эффективная школа, она должна стать тем образовательным центром, который работает на протяжении всего образовательного цикла. И сегодня мы понимаем, что запрос, который в наш адрес поступает от родителей, от государства, от общественных организаций, он связан с новой парадигмой мышления. Наш мир очень быстро меняется. Плохо слышно. Очень быстро меняется, и мы понимаем, что именно в этой системе быстрых изменений меняется и педагог, меняется и наш ученик, меняются и родители. В центре внимания сегодня, уважаемые коллеги, формирование траектории.
Мы об этом будем говорить. Именно индивидуальная траектория развития каждого обучающегося, каждого родителя. Национальный проект образования, в котором мы все, уважаемые коллеги, принимаем участие, поставил для нас, уважаемые коллеги, глобальные задачи. Мы должны уже прийти к результату к 2024 году. Мы все о нем знаем. Это обеспечение глобально конкретной способности российской системы образования вхождения в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. А значит, уважаемые коллеги, равные условия, единое пространство, единые подходы к оценке качества образования и управлению качеством образования сегодня должны быть выработаны на уровне Российской Федерации, и вы об этом знаете, должны быть представлены на уровне республики, на уровне каждого муниципалитета и на уровне каждой образовательной организации. Воспитание гармонично развитой социально ответственной личности. Именно те тренды, о которых я говорила, они позволяют нам увидеть в системе воспитания новые ключевые параметры для нашего с вами образовательного пространства. И это тоже мы будем сегодня и в течение последующих 3 дней обсуждать. Но мы обращаемся к проекту. Итак, проект. В 2013 году, уважаемые коллеги, на уровне Российской Федерации была разработана программа по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, которые продемонстрировали низкие образовательные результаты по итогам учебного года. И начиная с этого периода, многие федеральные исследовательские центры начали формировать научно-методологические подходы к переводу, процессу перевода школ в эффективный режим функционирования. Международные исследования по школьной эффективности стали основой для осознания того, что эффективная школа в 21 веке – это образовательная организация, которая способна обеспечить всем своим учащимся равные шансы на получение качества образования. И в основе международной теории и уже российской теории, уважаемые коллеги, возникают субъекты, которые формируют не понятие, а формируют пространство эффективной школы. Это директор, именно как лидер профессионального сообщества. Это школьная команда, единая команда учителей, родителей и обучающихся. Это обучающиеся, которые не просто являются объектом нашего внимания, они субъекты школьной команды. Родители, как полноценные участники данного процесса, и сообщество, которое в настоящее время рассматривается именно как сообщество, способствующее продвижению именно эффективной школы как теории, определяющей успешность каждого ребенка. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, очень важно, что исследовательское поле проекта, оно было сформировано, да, на уровне международного сообщества. И если мы хотим войти в десятку стран, демонстрирующих высокие качества образования, мы должны понимать, кто нас оценивает и как нас оценивает. И нас оценивают в данном случае именно по единым критериям с международным сообществом. И вот на следующем слайде, уважаемые коллеги, я хочу внимание обратить, что школьная эффективность сегодня понимается именно как общее видение и коллективное планирование деятельности школьной команды. Сегодня в центре внимания школьной эффективности формирование демократических ценностей и высоких ожиданий от каждого обучающегося, которые вовлечены
в учебный процесс, как и родители. Вот именно об этом, уважаемые коллеги, мы будем говорить с международными и российскими экспертами. Сегодня только я обозначаю ключевые тренды, и далее каждый эксперт, а мы именно на это их настраивали, будет раскрывать практику, каким образом можно достичь школьной эффективности. И внимание хотим обратить, что школьный improvement, то есть школьное улучшение, оно связано с тем, что все эти изменения, они должны быть запланированы в организации деятельности школы. Запланированы, и далее мы включены в процесс реализации данного плана. Реализация с точки зрения наращивания того потенциала, который позволяет нам продемонстрировать, коллеги, высокие показатели качества образования. И мы должны понять, что в центре этих изменений умение ими управлять. А значит, уважаемые коллеги, нам важно понять еще одно терминологическое понятие, осознать его, так называемая резилиентная школа, которая используется в международном исследовании ПИЗа. Это способность преодолеть влияние неблагоприятного контекста и выполнять функции социального лифта для наших обучающихся. О резилиентности, уважаемые коллеги, тоже наши эксперты будут подробно говорить. Таким образом, все наши 4 трека «Учитель будущего» формируются сегодня, качество современного образования, цифровая образовательная среда, новые возможности для непрерывного образования – это все треки, которые так или иначе будут раскрывать, уважаемые коллеги, именно данные ключевые тренды, которые связаны с понятием «эффективная школа». В основе эффективной школы, уважаемые коллеги, лежит действительно сегодня осознание того, что образовательная организация формирует человеческий капитал. Это и знания, и навыки, и умения, и способности, воплощенные в людях. И далее, внимание обращаю, наши обучающиеся – это наше настоящее, наше будущее. Именно они будут формировать, создавать не только свое личное благосостояние, но и социальное благосостояние, и экономическое. И, уважаемые коллеги, мы должны осознавать, что человеческий капитал формируется, уважаемые коллеги, и в рамках профессионального развития каждого нашего педагога. И мы должны честно ответить каждый руководитель, каждый педагог, почему и как образование должно сегодня измениться. Мы должны знать слабые и сильные стороны нашего образования. Только когда мы понимаем, каким образом мы сегодня продиагностировали ситуацию, мы сможем применить уже те изменения, которые необходимы. И это изменения будут и технологические, и у нас отдельный трек, я о нем уже говорила, это цифровая образовательная среда. Это и культурные изменения, и социальные, и, конечно, те глобальные изменения, о которых я уже говорила. Каковы же инструменты эффективной школы, уважаемые коллеги? Итак, уже более 50 лет назад в Соединенных Штатах Америки был опубликован доклад с очень символичным названием «Образование для всех». И впоследствии именно этот доклад послужил основанием для формирования целого движения эффективных школ. И вот на следующем слайде вы видите эту символичную сферическую модель. В центре улучшения результатов ребенка, но мы результат ребенка можем улучшить, если будет улучшено качество образования на уровне каждого педагога. И функциональность руководителя связана с тем, что мы улучшаем качество управления. Таким образом, сегодня школа обеспечивает повышение жизненных шансов всем своим ученикам, преодолевая неблагоприятные факторы. И надо понимать, что мы знаем эти неблагоприятные факторы, мы их преодолеваем, и в рамках семинара мы об этом будем постоянно говорить. Но в центре нашего внимания, в центре данной сферы – это, конечно, наш ребенок, улучшение результатов нашего обучающегося.
Поэтому, конечно, эффективная школа, она очень разнородна, и наши коллеги из Высшей школы экономики, Надежда Викторовна Бысик, это ее модель, она вам будет более подробно рассказывать именно о всех данных контекстах. Это и о высоких ожиданиях от ученика, что это значит, каким образом эти высокие ожидания соотнести с реальной действительностью. Мы будем говорить вместе с коллегами и о профессиональном лидерстве, и о формировании общего ценностного ряда. Но я хочу внимание обратить именно на те задачи, которые перед нами стоят. Мы должны с вами вместе в течение 4 дней ответить на вопрос, что и как происходит в образовательной организации, как происходит превращение образовательной организации в эффективную. Уважаемые коллеги, участники проекта «Эффективная школа», сейчас я к вам обращаюсь, я очень рада, что вы сегодня вместе с нами. Вы уже включены в данный проект, и именно данные этапы вам хорошо знакомы, уважаемые коллеги. Потому что действительно первый этап, который определяется на уровне нашей республики, и он обращен к участникам проекта по поддержке школ с низкими результатами и школ, которые находятся в неблагоприятных социальных условиях, это комплексная самодиагностика всех школьных процессов. Только после обработки всех диагностических материалов и осознания проблемного поля начинается разработка программы улучшения результатов наших учащихся. А именно через программу перехода школы в эффективный режим функционирования. И далее, конечно, постоянный процесс мониторинга результатов учащихся и всех школьных процессов, которые мы хотели изменить. Но в центре нашего внимания сейчас это профессиональное развитие педагога. Я не случайно вам напоминаю вот именно это сферическое пространство. Ребенок, педагог и руководитель. Потому что действительно, уважаемые коллеги, от улучшения качества преподавания зависит, уважаемые коллеги, наш результат. А значит, уважаемые коллеги, мы должны знать. На уровне международного сообщества уже доказано, я не случайно говорю, что у нас семинар научно-методического характера даже. Посмотрите, пожалуйста, за один учебный год 10 лучших учителей в 3 раза эффективнее обучают своих учеников, чем 10% самых слабых учителей. За 3 года разница в учебных достижениях учащихся, в котором преподают только высококвалифицированные учителя или только учителя низкой квалификации, может составлять 53%. Уважаемые коллеги, это исследование, которое сегодня используется на уровне не только международного, но и российского сообщества. А значит, мы должны понимать, что сегодня профессиональная компетентность учителя – это качество действий работника, которые обеспечивают эффективное решение профессиональных задач в реальных ситуациях педагогической деятельности. А значит, уважаемые коллеги, обращаю внимание, что от состояния, в котором мы сейчас находимся, мы должны перейти к изменению мышления нашей школьной команды, каждого педагога, для того, чтобы действие, которое применяется, оно стало необходимым результатом. Коллеги, успех состоит на 20% из нашего опыта и квалификации и на 80% из выбранной нами стратегии. Поэтому, коллеги, не случайно мы говорим, что первая наша сессия, она стратегическая. Мы должны с вами не представить сразу инструменты, а мы должны с вами действительно поразмышлять, подумать,
каким же образом то состояние, в котором мы находимся сейчас, может измениться через именно новые подходы, обновленные подходы в каждой образовательной организации. Итак, уважаемые коллеги, наша государственная задача связана с тем, что действительно сегодня национальная система профессионального роста каждого педагогического работника – это система государственных и общественных институтов, которые обеспечивают непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа, коллеги, не только профессиональных дефицитов. Мы сегодня говорим не о прошлом и не только о настоящем, а о будущем. В основе непрерывного образования сегодня лежит идеология потребности нашего педагога, который должен уверенно смотреть в будущее. Не случайно данная категория национальной системы педагогического роста, она включена в федеральный проект «Учитель будущего». Поэтому сегодня мы должны понимать, что все педагоги, которые работают вместе с нами в рамках методического семинара, они работают не только на свое настоящее, коллеги, но и на свое будущее. Они уверенно смотрят в будущее в рамках тех трендов, о которых я говорила. Цифровая трансформация, метакультурологическое пространство, изменение ценностного ряда, работа с новым поколением обучающихся. Поэтому, уважаемые коллеги, вот эти траектории изменений, мы будем их постоянно обсуждать в течение 4 дней. Они направлены на то, чтобы действительно сегодня, и мы это можем выявлять, мы выявляем затруднения наших учащихся, мы выявляем профессиональные дефициты наших педагогов, мы это умеем делать. Но теперь, благодаря этому семинару, мы говорим еще о том, что мы должны удовлетворить потребности наших педагогов и выбрать подходящие эффективные педагогические технологии. И мы здесь, конечно, говорим о том, что будут представлены в рамках нашего семинара и практики формирующего оценивания, и каким образом мы развиваем критическое мышление, и навыки 21 века, и так далее, и так далее. И мы будем внимание обращать, это очень важно, каким же образом сегодня происходит обновление педагогического статуса педагога, который сегодня должен быть готов работать в профессиональных сообществах через различные программы коучинга, технологии наставничества. Коллеги, мы тоже об этом будем говорить. Поэтому сегодня мы должны научить наших коллег работать в сообществе и вовлекать наших учащихся в учебную деятельность, в внеурочную деятельность, мотивируя наших учащихся к улучшению результата. Это все те траектории изменений, которые на уровне Российской Федерации рассматриваются уже как данность. Поэтому, конечно, с точки зрения управления эффективной школы, проведение углубленной диагностики позволит разработать программу перехода школ в эффективный режим функционирования, позволит организовать профессиональное развитие педагогов, не педагога уже одного, а именно школьной команды, и выстроить взаимоотношения с родителями. Но что же делает школу неэффективной? Это, конечно, низкие ожидания по отношению к ученикам. Это низкие ожидания по отношению к учителям. Когда между учителями нет никакого опыта, когда каждый работает индивидуально и не осознает возможности современного профессионального пространства, когда не происходит сотрудничество с родителями, когда, к сожалению, мы не можем предложить дополнительные занятия нашим обучающимся. Коллектив чувствует себя изолированным и неспособным к изменениям. Это самая большая проблема, о которой говорят наши коллеги, федеральные и международные эксперты. Поэтому не случайно вводим понятие, именно наше методологическое понятие «школьная команда». В рамках нашего проекта мы говорим, что мы работаем со школьными командами. Школы – участники проекта, школы – лидеры, школа – команда. Уважаемые коллеги, конечно, нам важно понять,
чтобы все наши реалистичные цели и задачи, они были связаны именно с процессом развития. А значит, стиль эффективной школы – это живое управление. Да, в центре данного управления наш обучающийся, наш ребенок, но внимание обращаю, что мы включаем ребенка и педагога в единое пространство. Пространство, в котором единые ценности, высокие ожидания. Когда происходит активное взаимодействие, совместное планирование и анализ действий с участием педагогов и партнеров школы. Поэтому не случайно пространство, о котором мы говорим, оно связано именно с коммуникацией, со-деятельностью, сотворчеством, соуправлением. Уважаемые коллеги, вот об этом стиле жизни эффективной школы тоже будут прилагать информацию наши коллеги. В нашей республике в рамках государственной программы развития образования была принята региональная программа повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах с функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Данная программа реализуется на протяжении 3 лет. И сразу хочу сказать, что все действия в рамках данной программы, они представлены. В течение последних лет мы выработали, уважаемые коллеги, подходы к мониторингу, диагностике, контекстному анализу результатов оценки качества образования. Мы знаем и применяем инструменты уровня профессиональной компетентности педагогов и управленческих кадров. Это не только повышение квалификации, это именно система формального, неформального и информального образования. Сегодня создается система именно адресной методической поддержки школ и совершенствуются механизмы государственного общественного управления. Поэтому в рамках нашего проекта мы действительно понимаем и идентифицируем, уважаемые коллеги, и школы-лидеры, и школам, которым требуется адресная методическая поддержка. Сегодня все 20 муниципальных образований принимают участие в нашем проекте. И образовательный ландшафт нашей республики, он связан с тем, что действительно сегодня мы, идентифицируя данные школы, выстраиваем адресную поддержку. В рамках нормативных оснований, уважаемые коллеги, это, конечно, соглашение Министерства просвещения Российской Федерации о выделении тех средств на поддержку школ в рамках нашего проекта. Поэтому, конечно же, в течение этого года, я уже сказала, мы работаем со всеми 20 муниципальными образованиями, которые на уровне каждого муниципалитета выстраивают программу сопровождения данных школ. Это адресные программы на основе именно тех этапов, начиная с мониторинга, диагностики, идентификации, о которых я говорила, до постоянного улучшения наших результатов. Мы должны, уважаемые коллеги, понимать, что именно наша задача – создать эффективную модель адресной поддержки данных образовательных организаций, опробировать ее и внедрить в практику. Поэтому ежегодно участники проекта, они изменяются. То есть каждый проект дает толчок, именно профессиональный толчок и управленческий толчок каждой образовательной организации. И здесь, уважаемые коллеги, мы говорим о том, что в рамках нашей дорожной карты, принятой на уровне Республики Коми, мы создаем именно систему методической поддержки школы. В рамках логики развития проекта нам очень важно понять, что выработанные профессиональные уже траектории в рамках предыдущих 3 лет, они позволяют нам совершенствовать нашу систему поддержки образовательных организаций, совершенствовать республиканскую модель оценки качества образования. Созданная платформа «Мобильный методист» позволяет обмениваться лучшими практиками и использовать потенциал системы дополнительного профессионального образования. А также, уважаемые коллеги, нам очень важно, что на уровне Российской Федерации признаны наши результаты. Мы выступали с нашими школами-участниками, школами-лидерами в рамках экспертной сессии. И вот эта модель, которую мы демонстрируем как сетевую модель, определяет, уважаемые коллеги,
что мы работаем в едином пространстве. Да, наш институт уже 3-й год является сетевым координатором, но самое важное, уважаемые коллеги, что мы понимаем, что все международные и федеральные практики, они применяются в школах участников проекта и в школах, которые являются в настоящее время лидерами. Уважаемые коллеги, все наши 20 муниципальных образований входят в данную сеть повышения качества образования. В рамках структуры проекта предусмотрено 10 направлений именно в рамках концепции школьной эффективности. Мы понимаем, что это системные изменения, о которых мы и будем с вами, уважаемые коллеги, говорить, чтобы от мышления перейти к действию и к результату. Таким образом, уважаемые коллеги, результаты нашего проекта, они должны быть публичны. Каждое муниципальное образование, каждая школа должна разработать программу повышения качества образования. Мы понимаем, что именно благодаря тьюторскому сопровождению школ-лидеров мы приходим именно к обновленному результату. И это связано с тем, что действительно в центре внимания улучшение результатов наших обучающихся. Сегодня, уважаемые коллеги, создана ресурсная база объединенных цифровых ресурсов. И региональная команда управления сегодня действительно открыто, публично представляет вам все цифровые ресурсы, о которых тоже, уважаемые коллеги, мы будем говорить. Наш сайт нашего семинара – это тоже один из ресурсов, который, уважаемые коллеги, первое, позволяет понять, в каком направлении стратегическом мы с вами будем двигаться на протяжении 4 дней. И в завершении, уважаемые коллеги, а именно 22 мая мы будем подводить итоги с пониманием того, что этот семинар – это только одно из профессиональных важных событий в рамках нашей программы повышения качества образования. Коллеги, итак, стратегия нашего семинара представлена. Я желаю вам успешной работы, будьте активными. Мы пригласили федеральных международных экспертов для того, чтобы они работали с командой республики. Поэтому, уважаемые коллеги, нам действительно надо сегодня выработать те региональные практики на основе представлений международного и федерального опыта, которые позволят нашей республике постоянно в процессе изменений повышать качество образования и сделать благосостояние нашей республики еще лучше, чем сейчас. Уважаемые коллеги, желаю вам удачной работы. Если есть вопросы, я буду на них отвечать. Самое главное сегодня – это хороший профессиональный заряд на все 4 дня. Спасибо, коллеги.